В городе уже привычная картина: сотни волонтеров, красно-белые везде и всюду. И сегодня уже сложно представить Казань без этой пестроты. Но не менее заметные и по-особому подобраны люди в полицейской форме. Их 24 тысячи человек на весь город. Особо хочется отметить атмосферу гостеприимства при общении со стражами порядка, хотя они выполняют свой служебный долг, обеспечивая безопасность игр. Сводные отряды со всей страны несут службу не только на спортивных объектах, но и в парках, на улицах, дорогах. О результатах работы говорит и статистика. Происшествий за дни игр не допущено. Водителей, нарушивших ПДД, теперь выявляют в 2 раза больше. А тех, для кого Казань на 40 дней стала домом, репортаж Ольги Логиновой. Это только один из эпизодов работы в режиме универсиада людей в полицейской форме. При себе у них находился пневматический пистолет. Соответственно, мы предприняли меры, чтобы найти этот пистолет. В результате чего оказалось, что данные лица совершили разбойное нападение. Обнаружили мужчину с ножевым ранением. Начали делать обход по данной территории в поисках данной гражданки, которую нашли в данной квартире. Сотрудниками было выявлено одно водительское удостоверение поддельное. Обнаружен макет автомата Калашникова. За время работы на универсиаде 79 полицейских сводных отрядов уже представлены к наградам МВД России. Многие из 12 тысяч неказанских блюстителей порядка впервые в Татарстане и впервые на столь массовых мероприятиях. Центр города за безопасность спортсменов и туристов в ответе стражи правопорядка из самой дальней точки страны Приморского края. 12 часов пути. Здесь поменялся и часовой пояс, и климат. Температура пониже, но все равно привыкшие мы к такой теплоте первую, наверное, неделю, да, было как-то сложновато. Но потом все равно втягиваешься. Работа есть работа, мы привыкшие. Общение с земляками – это тоже часть казанских будней. Не думали, что в городе Казани встретятся такие улицы, которые напоминают город Владивосток. Эта улица похожа на ту, которая расположена у нас в городе. Улица Светланская, которая выходит на Амурский залив. Были наши волонтеры здесь. Все очень довольны, все поражены тем объемом, мероприятиями. Из сердца России, из ее Золотого кольца, приехали свыше 100 полицейских из Владимира. В составе этого сводного отряда за порядок на дорогах отвечает и старший группы ДПС, инспектор в 3-м поколении Андрей Тарасов. Они, когда видят номера 33-го региона Владимирской области, очень дружелюбно относятся, спрашивают, как там дела на родине, передают привет. Город действительно в настоящий момент сочетает в себе элементы и какой-то древней культуры, и современности. Казанцы не намного, но приветливее, добрее. Удивительные казанцы встречаются и полицейским из Подмосковья. Как вам отдыхается у нас в парке? Нормально, хорошо. Ничего не беспокоит? Да нет. Нет. Этот отряд один из самых многочисленных, и в его составе элита, которая прошла через горячие точки и через всю страну. Волю в кулак собрать, силушку богатырскую. Атмосфера международного спортивного праздника влияет абсолютно на всех, уверены полицейские, которые 12 часов в день на посту. Люди, они более как эмоционально веселые, или может это непосредственно уже универсиада действует. Водители Казани уже зачастую общаясь с ними, говорят спасибо за то, что за Казань помощь, что водители убирают с выделенных полос, не мешают движению. Вносит ли их работа изменения в жизнь обычных туристов, казанцев и гостей столицы? Мы спросим об этом у Анатолия Кудрявцева из Москвы. Чувствуешь себя в полной безопасности. С этим мнением солидарны жители и гости Казани. Полицейские действительно достойно ведут себя и при проведении соревнований, и на улицах. Да, милиция. Порядка больше, да, больше порядка. Но не местные полицейские не только работают, но и занимаются спортом. И плодотворно трудятся там, где временно живут. Раз, два. Так полицейские сводного отряда Санкт-Петербурга украсили территорию детского лагеря «Спутник» сделанными своими руками сказочными фигурами и привезли в подарок знамена спортивного клуба «Зенит». В кадетской школе, что в селе Столбище, сотрудники внутренних войск сделали ремонт и обновили обелиск павшим героям. Отремонтировали спортзал, сделали ремонт фойе, коридор. На все наши просьбы они откликались с душой, сделали что-то, а что бы нам еще сделать?
Вся эта работа идет совместно с полицейскими республики. Кстати, местные стражи порядка не только обеспечивают безопасность проведения игр, но уже внесли в копилку универсиады 4 золотые медали. Это боксеры Раджаб Бутаев и Магомед Амаров, олимпийская чемпионка Юлия Зарипова и прославленная пловчиха Яна Мартынова. Ольга Логинова, Айрат Мухамедзянов, Андерс Сентальцев. Столица. Итоги недели.